уже в эфире. И доброе утро, церковь. Будем прославлять Бога. Мы сегодня в новой геолокации, в новой локации и снова в онлайне. Поэтому благословляем вас, чтобы все аппаратура, чтобы все работало хорошо, чтобы мы были с вами на связи. Вот, поддержите нас. Будем прославлять нашего Бога. С каждым утром возносить Его, Господь. Приходим в Твое присутствие. Господь, благодарными сердцами, Господь. Несмотря на погоду, несмотря на наше настроение, Господь, будем славить Твое имя, Господь. Говорим своей душе, славь, Господь, несмотря ни на что. Какие бы бури ни проходили. Что бы ни происходило, Господь, мы будем славить Тебя. Славь душа. Oh, yeah.
обещания твои уверения, твоей верности, мой покой, обещания твои уверения, твоей верности, мой покой, обещания твои уверения, твоей верности.
передаю слово Евгении. Она должна появиться где-то на видео там. О, аллилуйя. Доброе утро, девочки и мальчики. Когда мы с вами не встречались, очень рад вас видеть с вами. Чудесный день, прекрасный день. Слава Господу за этот новый день. И я сегодня хочу рассказать сказку. Ты не слышишь звук. Микрофон. Микрофона нет. Ехали медведи. Я открути микрофон. Микрофон включен, можно говорить. А за ним коварики на воздушном шаре, а за ними раки, собаки, волки на кобыле, зайцы в автомобиле, зайки на байке, жаба в цветке. Едут и смеются, глянут и живут. Труп из-под воротни, красный великан, рыжий усатый, таракан. Не будет. Таракан. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, проглочу, не помилую. Волки, звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга слушали друг друга. Бедный крокодил жалко проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся голой драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому: не кричи, не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами. И назад еще дальше попятились. Сказал гиппопотам крокодилам и китам: кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю 2 лягушек подарю, еловую шишку пожалуй. Не боимся мы его великана твоего, ни зубами, ни клыками, ни копытами его, ни веселою гурьбою звери кинулись в бой. Но увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрекача, ай-яй-яй, по лесам, по полям разбежались, таракани кусок испугались. И вскричал гиппопотам: что за стыд, что за срам? Эй, быки на носороге, выходите из берлоги, и врага на рога поднимите-ка. Быки на носороге кричали: не врага бы, на рога, только шкура дорога. И рога нынче тоже не дешевы. И сидят тут дрожат вас кусточками, за болотами прячутся кочками. Крокодилы в камню, в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы, скорее со всех ног на утек. И акула увильнула, только хвостиком мотнула, а за ней каракатица, так и пятится, так и пятится. Стал таракан победителем, и лесов и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними попахивает, золоченое брюхо поглаживает. Принесите ко мне, зверю, ваших дедушек, я сегодня их за ужином скушаю. Бедные звери воют, рыдают, бегут. В каждой берлоге и в каждой пещере снова обжору клянутся. И какая же... Доброе утро, день, девочки и мальчики. Как давно мы с вами не встречались. Очень рада вашей встрече с вами. Здорово. Сегодня чудесный день, прекрасный день. Слава Господу за этот новый день. И я сегодня вам хочу рассказать сказку. Знаете, какую сказку? Слушайте внимательно. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед.
А за ним комарики на воздушном шарике, а за ними раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиле, зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый, таракан. Таракан, таракан, тараканище. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Погодите, не спешите, я вас мигом проглочу, 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 не помилую. Волки, звери задрожали, в обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил, а слониха вся дрожа так и села на ежа. Только раки-забияки не боятся бою драки, хоть и пятятся назад, но усами шевелят и кричат великану усатому: «Не кричи, не рычи, мы и сами усачи, можем мы и сами шевелить усами». И назад еще дальше попятились. И сказал гиппопотам крокодилам и китам: «Кто злодея не боится и с чудовищем сразится, я тому богатырю 2 лягушек подарю, еловую шишку пожалую». Не боимся мы его, великана твоего, мы зубами, мы клыками, мы копытами его. Невеселою гурьбою звери кинулись в бой, но, увидев усача, ай-яй-яй, звери дали стрекача, ай-яй-яй, по лесам, по полям разбежались тараканих усов и испугались. И вскричал гиппопотам: «Что за стыд, что за срам! Эй, быки и носороги, выходите из берлоги и врага на рога поднимите-ка». Но быки и носороги отвечают из берлоги: «Мы врага бы, на рога бы, только шкура дорога. И рога нынче тоже недешевы». И сидят да дрожат под кусточками, за болотами прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Только и слышно, как зубы стучат, только и видно, как уши дрожат. А лихие обезьяны подхватили чемоданы, и скорее все со всех ног наутек. И акула увильнула, только хвостиком махнула, а за нею каракатица так и пятится, так и катится. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились звери усатому, чтоб ему провалиться проклятому. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. «Принесите ко мне, звери, ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю». Бедные звери воют, рыдают, ревут. В каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несутое чучело бедную крошку замучило? Плачут они, убиваются, с малышами навеки прощаются. Но однажды поутру прискакала кенгуру, увидела усача, закричала сгоряча: «Разве это великан? Ха-ха-ха! Это просто таракан! Ха-ха-ха! Таракан, таракан, таракашечка, жидконогая козявочка-букашечка! И не стыдно вам, не обидно вам? Вы зубастые, вы клыкастые!» А малявочки поклонились, а козявочки покорились. Испугались бегемоты, зашептали: что ты, уходи-ка ты отсюда, как бы не было нам худо». Только вдруг из-за кусточка, из-за синего лесочка, из далеких, из полей прилетает воробей. Прыг да чик-чирик, чикирики, чик-чирик. Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. По делам великану досталось, и усов от него не осталось. То-то рада, вся звериная семья прославляют, поздравляют удалого воробья. Ослы ему славу по нотам поют, козлы бородою дорогу метут, бараны стучат в барабаны, сычи, трубачи трубят, грачи с каланчи кричат.
Летучие мыши на крыше платочками машут и пляшут. А слониха-щеголиха так отплясывает лихо, что румяная луна в небе задрожала и на бедного слона кубарем упала. Вот была потом забота за луной нырять в болото и гвоздями к небесам приколачивать. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Вы, наверное, поняли главную мораль этой сказки? Кто был в образе этого таракана и кто был в образе воробья. Про Иисуса Христа сказано, что не было в нем ни вида, ни величия, но он победил лукавого, пригвоздив грех на кресте своей смертью, и стал победителем. И он для нас наш Спаситель, наш Господь. Ему слава во веки, веки и веки. Аллилуйя. И то, что сегодня есть желание вам сказать, ребята, аллилуйя, прочитать несколько стихов из Священного Писания. Книга Неемии, 12 глава, 43 стих. «И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог им дал великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот день представлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу». Вот если мы вот даже этот стих 43 постараемся перенести на наш современный язык: «Приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог им дал великую радость». Мы можем радоваться всегда. Веселились и жены, то есть и мама, и бабушка, и все, и папы, и дедушки, и бабушки, и дети. Самое главное, что дети. И веселье Иерусалима. Иерусалим — это была столица Израиля. Якутск — столица Якутии. Аллилуйя! И веселье якутское далеко было слышно. И в тот день представлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям, то есть нам, всем якутянам, радостно было смотреть на стоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу. Нам радостно смотреть на наших священников. Мы благодарим Тебя за наших священников и левитов, которых Ты нам поставил. И у нас есть человек, который также представлен к кладовым комнатам. И есть номер счета, на который вы можете сделать и переводы, и как хотите. И вживую вы можете это делать с великой радостью. Пусть будет великая радость. Веселитесь и радуйтесь. И приносите жертвы, которые вы приготовили для нашего Господа. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Перед Ханукой каждый народ, он проверяет свое сердце. И народ Израиля, он взывает к своему Богу, Богу всемогущему. И он молится о том, чтобы его сердце, оно было светлее, чтобы ушла всякая боль. И песню, которую сейчас мы вместе споем, песня, молитва, она называется «Шма Израиль», и в ней есть такие слова. Эта песня, конечно, возможно, и не совсем радостная, но когда мы открываем свои сердца Богу, то Господь слышит и отвечает на них. Когда сердце плачет, только Бог слышит. Боль поднимается из глубины души. Человек падает раньше, чем она уляжется, рассекая тишину молитвы. Слушай, Израиль, Бог мой, Ты всемогущ. Ты дал мне жизнь, Ты дал мне все. В моих глазах слезы, сердце тихо плачет. А когда сердце молчит, душа кричит. Слушай, Израиль, Бог мой,
сейчас я одинока. Укрепи меня, Господи. Сделай так, чтобы я не боялась. Боль велика, и некуда бежать. Сделай так, чтобы все закончилось, потому что у меня не осталось сил. Когда сердце плачет, время останавливается. Человек вдруг видит всю свою жизнь. Он не хочет идти в неизвестность. Взывает к своему Богу на краю пропасти. Слушай, Израиль, Бог мой, Ты всемогущ. Ты дал мне жизнь. Ты дал мне все. В моих глазах слезы. Сердце тихо плачет. А когда сердце молчит, душа кричит. Слушай, Израиль, Бог мой, сейчас я одинока. Укрепи меня, Господи. Сделай так, чтобы я не боялась. Боль велика, и некуда бежать. Сделай так, чтобы все закончилось, потому что у меня не осталось сил. כשהלב בוחר, רק אלוהים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותך הדממה. שמע ישראל אלוהי אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לי לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נתן בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן מן מלאכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל כי לא נודע, כי לא רוצה ללכת. לרוחב קורא אל סף תהום. שמע ישראל אלוהי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואין לאן לברוח. עשה שיגמר, כי לא נתן לי כוח.
Добрый день, церковь! Рад приветствовать вас сегодня на этом собрании. Сегодня у нас... споем песню, да? Давайте споем песню про Адвент. Адвент приходит с вестью к нам, вот первая свеча. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Путь приготовьте Господу, пророк нам возвещал. Адвент приходит с вестью к нам, вторая вот свеча. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Друг другу мы прощать должны, Господь нам завещал. Адвент приходит с вестью к нам, вот третья вот свеча. Исполнитесь добротой, изменится земля. Исполнитесь добротой, изменится земля. Аллилуйя, слава Господу! Мы сегодня зажгли третью свечу. Это свеча пастухов. Что она означает? Это означает, что как раньше пастухи увидели Христа, нашего Господа, у них была такая возможность принять Его, увидеть Его и возвещать эту благую весть народу, первовстречному. Также и мы сегодня, как обычный народ, можем нести Его Слово, Его веру. Мы также Его принимаем в своих сердцах и должны помнить, что Он живет в наших сердцах. И также мы можем эту благую весть нести этому миру. Спасибо. Аминь. Хоть на улице темно, холодно, но в наших сердцах с появлением Иисуса все светлее и светлее. Мы будем с вами поклоняться дальше. Будем искать нашего Бога, приближаться к Нему, оставляя все, что тревожит нас. Просвет
Лишь тебе, мой Отец, лишь тебе
чудное небо. Время шторма над волной, я взгляд держу в твоих объятиях покой. Скажи мне, и глубина тех, что мне преодолеть, станет первой решить, ведь собой мой Спаситель. Веди меня к тебе, доверяю, по воде ходить желаю, куда идти, скажи мне.
Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты наша жизнь, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Ты все для нас, Господь. Аллилуйя. Ты все для меня, Господь. Аллилуйя. В Тебе жизнь, Господь. В Тебе источники жизни, Господь. От Тебя все начинается, Господь. Все Тобою, к Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Господь, Дух Святой, просто двигайся. О, аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Без Тебя мы не можем делать ничего. Ничего, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И пусть просто Твоя рука, Господь, Твоя благодать, Господь, будет на всех нас, Господь. Аллилуйя. И те, кто сейчас дома, Господь, они смотрят, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Просто касайся, Господь, касайся. Пусть Слово Твое, Господь, оно коснется, Господь, глубин нашего духа, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что цель нашего собрания, Господь, это Ты, Господь. Аллилуйя. Цель нашего собрания это Ты, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Не что-то такое душевное, Господь, не какие-то просто собрания ради собрания, Господь, но цель наша, чтобы мы коснулись Тебя, Господь. Аллилуйя. Чтобы мы причастились Тебя, Господь. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Еще раз добрый день, братья и сестры, слава Господу. Сегодня день воскресения. Аллилуйя. Аллилуйя. И слава Господу. Мы собрались во имя Его, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И сегодня, знаете, долгое время я не мог придумать название моей проповеди, но в конце я верю, что Господь, Он все-таки проговорил. Да? И я назвал свою проповедь, что Бог есть жизнь. Или Божья жизнь, Божья жизнь. Божья жизнь. Знаете, когда Иисус, Он пришел на эту землю, Он однажды при встрече сказал, что Он жизнь. И Он сказал, что, буквально Он сказал, «Я есть воскресение и жизнь». Это чудесно. Знаете, ты можешь сказать, ну я же живу. Ну я живу, и я дышу, я что-то, какие-то дела делаю. Но знаете, в глазах Божьих настоящая жизнь это только Его жизнь. Аминь. Потому что человеческая жизнь, жизнь нашего тела, она рано или поздно закончится. И на самом деле это временная жизнь. Но Божья жизнь, она вечная. Аминь. Она никогда не сокрушится, она никогда не умрет. Аминь. Знаете, когда Иисуса распяли, вы помните, там воины подошли и перебили голени, да, перебили кости у разбойников слева и справа, но подойдя к Иисусу, они не стали перебивать. И это есть пророчество, что ни одна кость не сокрушится. И в Библии кость символизирует Божью жизнь. На самом деле, духовная жизнь, да, жизнь Бога в духе, да, оно как кость, она самая твердая. Аминь. Наша душевная жизнь, она, вы знаете, вы замечали, наверное, что наша жизнь, она вот так вот, ну, душа наша, вернее, душа и даже наши тела, они могут заболевать и все такое, оно может подниматься в одно время, потом в другое время мы можем унывать, наша душа, вернее, унывает, но Дух, Божья жизнь, она никогда не сокрушится, она вечная. Слава Господу. И знаете, в книге Бытие, да, самой первой книге Бытие, Бог, как только Он сотворил небеса и землю, Он 6 дней творил, а на 7-й день написано, что Он почил, то есть Он вошел в отдых. 6 дней Он работал, и в конце 6-го дня, вы знаете, что Бог, Он сотворил человека по образу Своему и по подобию Своему. И вместе с человеком, Бог и человек, они вошли в 7-й день, в день отдыха. Знаете, здесь есть какой-то принцип на самом деле, что Бог сотворил человека не для тяжкого труда. Это потом тяжкий труд пришел, когда человек согрешил и он был изгнан из сада Эдемского. Но Божья начальная задумка, да, начальный Божий план.
и от этого плана Бог, Он никогда не отступал. И Он всегда желал просто, чтобы человек, он наслаждался им, Богом. Аминь. Знаете, когда Бог сотворил человека, во 2 главе, когда мы читаем Библию, книги Бытие, и там тут же Бог поставил человека в саду Эдемском, и он написано, что Он насадил сад Эдемский, и там было много дерев, и древо жизни, и древо познания добра и зла. То есть первый вопрос, который Бог поставил человеком, это вкушение. Аминь. Он не сказал, знаете, я не думал, вот так, Адам, так, вот я тебя сотворил, и теперь ты должен для меня трудиться тяжким трудом, ты должен мне поклоняться, ты должен служить мне. Нет, такого не было. Когда читаю Библию, я читаю, что Бог поставил Адама перед древом жизни, перед разными другими деревьями, но древо жизни, оно было главное. И также древо познания добра и зла, которого Адам и Ева не должны были вкушать. То есть, смотрите, что этим хотел сказать Бог? Мы видим откровение опять. Что Бог как бы говорил: Адам, я хочу, чтобы ты вкушал меня на самом деле. И вы скажете, ну это же был не Бог, древо жизни это же не Бог, это просто дерево какое-то, ну, древо жизни. Но на самом деле символ, что ли, древа жизни, это Бог на самом деле. Бог как жизнь. Давайте посмотрим Псалом 35, 10 стих, да? Псалом 35, 10 стих. Написано: «У тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Знаете, у Бога есть жизнь. Аминь. То Он источник жизни. Он истинная жизнь. От Него все идет, от Него вся жизнь произошла. Он начинатель жизни, и Он также тот, кто дает силу жить. Аминь. Знаете, если бы Бог на одну секунду убрал свою руку от каждого из нас, мы бы тут же погибли. Аминь. Написано, что Он держит все словом уст твоих, да? Всю вселенную. Аминь. И вся жизнь на самом деле поддерживается им, потому что Он источник жизни. Аминь. Как в нашем теле сердце, оно бьется, да? И если сердце в какой-то момент остановится, то жизнь тела тут же прекратится. Согласитесь, аминь. Точно так же у Бога жизнь. Он источник жизни. От Него все идет. Аминь. Посмотрим Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. 1 глава, 4 стих. «В Нем была жизнь». То есть в ком? В Иисусе Христе, который есть истинный Бог. Аминь. Можно сказать, в Боге была жизнь, во Христе была жизнь. И жизнь была свет человеков. Аминь. Знаете, свет, он только во свете мы можем жить. Аминь. Знаете, если растение поместить во тьму, в темноту, то оно скоро умрет. Вот точно так же и мы нуждаемся во свете. Как мы нуждаемся в солнечном свете, точно так же мы нуждаемся в Божьем свете. Аминь. Духовном уже Божьем свете. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 11 главу, 25 стих. Иисус что сказал? «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Знаете, здесь очень четко и ясно, Библия очень четко и ясно говорит, что Бог есть жизнь. Аминь. Только в Нем есть жизнь. Не обманывайтесь, если вы хотите истинно вкусить жизнь, если вы хотите насладиться этой жизнью, то оно находится только есть в Боге. Аминь. Если ты Его коснешься, если ты будешь общаться с Ним живым образом, вот тогда ты будешь жить. Аминь. И знаете, это будет наполнять тебя изнутри. Это как Дух твой, он все больше, он укрепляется, он оживляется в Нем, мы оживляемся. Аминь. И наш Дух, он начинает влиять на нашу жизнь, да? На нашу душу. И в конце концов мы живые. Аминь. Мы очень живые. Аллилуйя.
Аллилуйя. Слава Господу. То есть мы черпаем свою жизнь от Него. Аминь. Бог хочет, чтобы христианин черпал свою жизнь от Него. Аминь. Некоторые люди черпают свою жизнь от этого мира. Они живут этим миром, они делают какие-то дела и думают, что они имеют жизнь, да? Но эта жизнь, можно сказать, низшего порядка. На самом деле, когда мы читаем книгу «Бытие», то мы видим развитие жизни. Аминь. И мы видим растительную жизнь, да? Мы видим жизнь животных. И потом мы видим жизнь человека, который есть высшая, так сказать, на этой земле. Но есть наивысшая жизнь. Это сам Господь Бог. Аминь. И только в Нем мы можем черпать вот эту вот настоящую жизнь, и радость, и мир, и все. Аминь. Аминь. Только в Боге мы можем все черпать источники жизни. Да? Как Давид говорил, у тебя источник жизни. У тебя, Господь, источник жизни. Аминь. Слава Господу. И давайте вот откроем, давайте пойдем в следующее место Писания. Иоанна 6 глава. Иоанна 6. Евангелие от Иоанна 6 глава. Знаете, когда я пришел только к Богу, я начал читать Библию, и когда я дошел до Евангелия Иоанна 6 главы, я подумал, вот она, центр, по крайней мере, Евангелия. Сущность того, что Бог хочет донести до человека. И давайте прочитаем. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Вот чуточку, просто призадумайтесь. Это так и есть. Что если мы не будем есть плоти Его и пить крови Его, то мы не будем иметь в себе жизни. Аминь. «Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Ну, может быть, наше, как сказать, там, человеческое представление как бы смущается. Как это так? Как мы можем есть? Как мы можем кушать плоть Иисуса? Но знаете, Иисус, Он говорил духовно. Он не говорил буквально: ешьте мою, вот настоящую, вот мое физическое тело. Он не про это имел в виду. Аминь. «Ядущий моей плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Слава, вот он рецепт, да? Рецепт, как пребывать в нем. И знаете, мы должны пребывать в нем, да? В Иисусе Христе. И Иисус говорит: «Ядущий мою плоть, ешьте его плоть, и пейте мою кровь», Иисус говорит, да? «Тот пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня будет жить мною». Смотрите, еще одно откровение. То есть Бог призвал нас жить не своей жизнью. Даже Иисус Христос, смотрите, даже сам Христос, Он соблюдал этот принцип. Принцип таков, что Христос, Он не жил сам по себе. Христос, Он жил кем? Своим Отцом. Аминь. Он говорит: «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня же будет жить мною». Аминь. На самом деле, когда Иисус ходил, когда Иисус проповедовал, когда Иисус творил чудеса, ходил Иисус, но творил сам Господь Бог, Бог Отец. Смотрите, принцип какой, да? Иисус, Он был водим Богом Отцом, да? Аминь. Аминь. Вот то же самое. Если Иисус даже соблюдал этот принцип, Он говорил: «Я сам не хочу ничего делать. Я никогда сам ничего не делал. Я только делаю то, что Отец делает через меня». Аминь. На самом деле Отец жил через Иисуса Христа. Если Иисус Христос, Он соблюдал этот принцип, то тем более мы должны соблюдать
этот принцип. Бог хочет, чтобы мы не жили сами по себе. Он хочет, чтобы мы проживали, на самом деле, мы проживали Христа. Аминь. Аллилуйя. Ну, сказать легко. Знаете, когда мы что-то делаем, есть ли в этом Бог? Да? Вот в чем вопрос. Вот, например, сейчас левиты, да, мы служим, да? Мы служим. И есть ли в этом Бог? Да? Внешне делаем мы, но внутри это Бог или нет? Аминь. Всегда спрашивайте такой вопрос. Всегда спрашивайте. Для меня апостол Павел очень большой пример тоже. Я верю, что внешне он делал, он ходил, он проповедовал, но внутренне Иисус, этот таинственный Господь Бог, Он делал через Него. Аллилуйя. Давайте дальше. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Аминь. Вот она жизнь. И это, я верю, это центральная мысль, что ли, да, центральная идея, которую Бог, Он хочет донести до всех нас. Знаете, Бог больше всего заинтересован, чтобы мы, как церковь, и также индивидуально мы проявили этого Бога, невидимого Бога. Это тайна Иисуса Христа, да? Что тайна Иисуса Христа, церковь, тайна Бога Христос. Аминь. И Бог хочет, чтобы Он был явлен этому миру через нас. Это есть тайна благочестия, когда Бог явился во плоти и был явен через плоть. Аминь. Через нас с вами. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Богу. То есть, смотрите, Бог хочет, чтобы мы ели и пили. Аминь. Это Его мысль была с самого начала. В книге «Бытие», да? И также мы видим, если вы откроете книгу «Откровения», то вы там также увидите, там вы увидите реку воды живой, и там вы увидите древо жизни. То есть Бог в вечности, когда придет это время, да, когда мы просто будем уже в вечности. Все мы предстанем пред Господа и будем в вечности. И я верю, что мы будем пить из этой воды живой, реки воды живой, и также есть от древа жизни. Слава Господу, слава Господу. И Бог хочет, чтобы мы уже сейчас на земле, аминь, делали это, аминь. Знаете, я больше скажу, христианин это не тот, кто делает много-много дел. Это всего лишь последствия. Христианин тот, кто ест, и тот, кто пьет Христа. Аминь. Вот кто такой христианин. Истинный христианин. Если ты делаешь много дел, и ты не ешь и не пьешь Христа, то это больше религия. Это больше религия. Значит, человеческое представление такое, что мы должны поклоняться Господу, мы должны трудиться, мы должны служить для Господа. Знаете, интересно, вот эта мысль, она во всех религиях есть. Спроси у буддиста, например, он точно скажет, надо поклоняться Господу, мы поклоняемся, они там поклоняются тоже Богу. Но вопрос в том, что ешь ли ты, пьешь ли ты от Него, от этих источников жизни. Аминь. Давайте откроем Матфея 15 глава, 21 стиха. Матфея 15 глава, с 21 стиха. Матфея 15, 21 стиха. Перед этим событием у Иисуса Христа были конфликт, что ли, конфронтация с фарисеями, с книжниками. Они пытались подловить Иисуса Христа в слове и, знаете, всячески противились Ему. Такое ощущение было, знаете, на самом деле Бог, Он пришел прежде всего к своим,
И знаете, евреи, Израиль это народ Божий. Аминь. И он пришел к своим. Знаете, Христос, он не пришел в Якутию, он пришел к своим в Израиль. И, знаете, написано, свои не приняли. Свои не приняли. Как-то обидно получается. Вот я к своим приду, в свою семью приду, и меня вдруг не примут. Меня начнут гнать, меня начнут изгонять. И вот написано 21 стих. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Ну, Иисус решил чуть-чуть как бы от Израиля отойти в сторону, да. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Смотрите, Иисус, она поняла, что Иисус, Он как хлеб. Аминь. Иисус неоднократно повторял. Он прямо говорил в Евангелии 6 главе, да, в 7, Он говорил: «Я хлеб жизни». Я хлеб, который пришел с небес. Аминь. То есть Иисус постоянно пытался возвратить правильному пониманию, чтобы человек, он начал вкушать от Него, начал пить от Него и есть Его. Аминь. Но, знаете, дьявол до того заморочил, даже я сам по себе замечаю, что я так быстро отвлекаюсь. Как только я отвлекаюсь от Него, когда я перестаю быть в Духе, быть в Нем, из-за чего это происходит? Потому что я отвлекаюсь. Это плоть меня до того уже привыкла жить не в Нем, что постоянно вот это отвлечение. Постоянное отвлечение, и тут же приходят религиозные мысли. Я должен то-то сделать, я должен то-то сделать. Я должен это сделать, я должен это сделать. Да, поймите правильно, я тут не призываю теперь ничего не делать. Но я хочу, моя цель возвратить в начальный план и желание Бога, чтобы мы начали пить от Него, от источника жизни. Аминь. Аминь. И смотрите, давайте читаем дальше, да. Тогда она сказала так: «Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». В каком-то смысле можно сказать так, что Иисус, Он пришел в землю Израилеву как хлеб. Представьте, хлеб поставили на стол посреди стола, и Бог как бы говорит: вот он стол, вкушайте меня. И Израиль, как он был как стол, и Христос, Он пришел в центр стола, Он пришел прямо к ним. Аминь. Ну, знаете, его начали пренебрегать, его начали отгонять, там, спорить с ним, и противились ему. И этот хлеб, он укатился на край стола. И знаете, когда хлеб укатился на край стола, он начал, с края стола написано, падают крошки. Ну и псы. Хананеянка, я думаю, поняла, что она, оказывается, пес. Знаете, в каком-то смысле мы были псами. И в то время израильтяне, они как бы вот, немножко с небрежением относились к язычникам и считали язычников псами. В каком-то смысле мы тоже были псы, которые, мы были дикие, как бы мы не знали Бога, да? Ну вот, дети Божьи на самом деле, они отодвинули этот хлеб на край стола, и с края стола начали падать крошки. И знаете, Иисус, Он для того, чтобы привести человека к жизни, чтобы оживить, чтобы спасти человека, чтобы жизнь вошла в него, Он даже стал крошкой. Аминь. Иисус как бы говорил: я даже крошка для тебя.
женщина, я для тебя кроха. Знаете, если когда хлеб стоит на столе, он не внушает такого, как сказать, там, благоговейного страха. Да, Бог, некоторые пророки его видели таким, как яркий свет. Он на престоле, в славе своей, с ангелами. И такого Бога, если бы Иисус сказал, ешьте меня вот такого, невозможно. Согласитесь. Аминь. Если ты увидишь Господа в славе Божьей, то, знаете, когда человек видит Господа в славе, ты не устоишь, ты сразу встанешь на колени. Когда люди, многие пророки, они видели, они падали лицом вниз. Апостол Иоанн, да, он на острове Патмос, он тоже упал лицом вниз, когда Иисус явился ему. И какое может быть тут вкушение? Но знаете, я вижу в книге «Бытие», я вижу, когда вот здесь Иисус пришел к хананеянке, да, Он пришел не как вот Отец славы, Бог славы, Он пришел как простая крошка хлеба. Аминь. Ничто в нем не внушало страха какого-то. Знаете, когда Иисус пришел на землю, даже дети не боялись Его. Вы замечали, что дети приходили к Нему, да? Хотели прийти к Нему, и ученики пытались Его, детей как бы не пускать, и Он сказал, не запрещайте детям приходить ко Мне. Почему? То есть в Иисусе не было такого страшного такого. Знаете, если какой-то начальник придет к нам вот, на работу или в церковь нашу, я лично немножко буду бояться. Да, есть какой-то страх, это же такой человек пришел. Но знаете, когда Иисус пришел, не было в Библии, в Новом Завете, я не нахожу ни одного примера, где бы Иисуса бы боялись, как вот, подойти к Нему. Даже женщины, дети могли спокойно подойти и спросить что-то, или попросить что-то. Аминь. То есть Иисус пришел, Он как бы говорил, не бойтесь меня, не бойтесь, я пришел как хлеб для вас, ешьте меня и пейте от меня. Аминь. Я кроток и смирен сердцем. Аминь. И 28 стих, да, тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Аминь. То есть, смотрите, для этой женщины Иисус стал крошкой. Маленькая крошка. Но в этой крошке хлеба была жизнь. Аминь. И женщина, я верю, она вкусила от этой крошки. Аминь. И я верю, когда мы будем на небе, мы встретим ее. Аминь. Потому что она вкусила вот этого Христа. Аминь. То есть Иисус, Он стал доступен. В начале, в книге Бытия я тоже вижу доступного Бога, не величественного. Да, там величественный Бог, который все сотворил. Но для человека, для Адама и Евы, Он предстал как древо жизни. Я верю, что древо жизни не было такого, как бы, огромное там, и достать там плод трудно было. Я верю, что, возможно, это была виноградная лоза, как виноградная лоза, которая она вьется, оно небольшое, для того, чтобы просто взять и принять его. Аминь. Знаете, когда Адам и Ева, когда Бог сотворил человека, человек, он был нейтральный, он был невинный, он был чистый, в человеке не было греха, да? Но и не было и Божьей жизни. Почему? Потому что они еще не вкусили от древа, от этого дерева жизни. Аминь. Слава Господу. Но, то есть Бог хотел, Божья задумка была, чтобы человек вечно мог питаться и пить от Него. И Бог хочет, чтобы мы наслаждались им. Аминь. Знаете, когда мы садимся за стол, да? Мы все садимся за стол, и вкусный обед, ты разве не наслаждаешься? Все это должно происходить в духе.
Аминь. Если ты не в духе, то ты не можешь питаться от него. Аминь. Когда ты подходишь к Слову Божьему, ты берешь Библию, ты должен принимать Слово Божье не просто как информацию, не просто как букву, потому что написано, буква убивает, да? И Библия, она в каком-то смысле, она может даже убить тебя, потому что ты начнешь, может быть, по неопытности, да, ты начнешь просто читать Библию как информацию, и ты не поймешь. И много-много будет мыслей в твоей голове, и мысли будут роиться. Этот пошел туда, этот сюда пришел, Иисус туда пошел, Иисус что-то сделал, Моисей туда пошел, на гору забрался, и что к чему, и у тебя в голове будут роиться мысли, и душа твоя будет в смятении. Но нет. Библия предназначена для того, чтобы ты питался от него. Аминь. Знаете, даже чуточку, даже крошечку ты сможешь напитаться от маленького слова. Аминь. Ты берешь один стих, любой стих. Вначале было слово, и ты как бы, ну ладно, Господь, ну вначале было слово. Да, Господь, значит, ты слово, и ты вначале был, Господь, аллилуйя. И ты просто стараешься принять это слово. Аминь. Твоя цель ощутить духом своим. Аминь. И знаете, когда ты начинаешь в этом слове пребывать, слово, оно доходит до твоего духа. Аминь. И тогда приходит вот эта вот подпитка. Аминь. Слава Господу. Слово действительно можно кушать. Иисуса Христа действительно можно кушать. Аминь. Слава Господу. И также пить. Знаете, самарянка пришла к Иисусу Христу, да? То есть она пришла черпать воды живой, то есть из колодца, да? И Иисус сказал, я хочу дать тебе жизнь. То есть воду, которую, если ты попьешь, ты не будешь никогда жаждать. И там был разговор, да? И в конце, знаете, хананеянка, то есть самарянка, она бросила ведра и пошла и проповедовала своему городу. И она испила от этой воды живой. Аминь. И там была речь также о поклонении. Знаете, когда мы поклоняемся, мы пьем воду живую. Аминь. Истинное поклонение – это когда ты пьешь эту воду живую. Ты пьешь самого Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Знаете, для Бога это много-много чего стоило. В Ветхом Завете Бог, Он не мог предоставить себя как пищу. Да, в Бытие есть, древо жизни, да, мы видим.